Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в республике ежегодно приводят в нормативное состояние сотни километров автодорог регионального и межмуниципального значения. Объем финансирования, как и прежде, составляет миллиарды рублей из средств Республиканского дорожного фонда и федерального бюджета. Об итогах реализации нацпроекта в уходящем году поговорим сегодня. Гость студии Семен Филиппов, генеральный директор Управления автомобильных дорог Республики Саха-Якутия. Семен Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот расскажите о ходе дорожно-строительного сезона на объектах региональных автодорог. В 2023 году Управление автодорог Республики Саха-Якутия доведены лимиты на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в размере 7,2 миллиарда рублей. Это 3,8 миллиарда средства федерального бюджета и 3,4 миллиарда средства Дорожного фонда Республики Саха-Якутия. И в связи с такими, так сказать, действительно серьезными финансовыми задачами, которые мы должны были решить по ремонту, по строительству, по капремонту и содержанию автодорог, конечно, нами были предприняты все меры для того, чтобы те задачи, которые стояли перед нами, это задача, значит, приведения в нормативное состояние 244,6 километров автодорог регионального и межмуниципального значения. Нами заключено 32 контракта. Из них на сегодня уже 29 объектов завершены, осталось всего 3. И по плану работ они должны были завершиться в октябре-декабре месяце. И на сегодня я говорю, на сегодняшний день 29 объектов сданы. И осталось всего лишь 3 объекта. Это в Мирнинском районе автодорога Мухтуя, это дорога в Кызылсыре. Там не то чтобы дорожное полотно и дорожная одежда в принципе уже готовы, а такие, как обустройство, имеется в виду приведение в нормальное состояние откосов дорожного полотна, далее, значит, установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, барьерных ограждений. Это все в совокупности, только тогда мы принимаем эти работы. Говоря о реализации национального проекта, как обеспечивается контроль вообще качества дорожных работ? Для осуществления контроля качества выполняемых работ, конечно, у нас имеется лаборатория в самом управлении автомобильных дорог, где мы, значит, лаборатория для более качественного приема, значит, готовности земляного полотна. Далее у наших предприятий, подрядных организаций тоже также имеются лаборатории, которые проверяют качество тех или иных, значит, материалов, и применяемых в строительстве и ремонте автодорог. Все это, конечно, кроме того, у нас отдел качества, контроля качества автомобильных дорог есть. Они несколько раз в месяц выезжают именно на те объекты, которые и контролируют выполнение хода работ. Фактически ежемесячно 2-3 раза в месяц наши специалисты, эксперты, кураторы выезжают на объекты вместе с подрядчиками и принимают те работы, которые идут на тот момент, который был. Это с самого начала, значит, сезона. И кроме того, это, конечно, качество работы, это же влияет прежде всего на безопасность дорожного движения, которая является одним из серьезных как раз индикаторных показателей по осуществлению нацпроекта. Это прежде всего, конечно, снижение смертности на автомобильных дорогах, снижение, значит, дорожно-транспортных происшествий. На сегодня, в этом году, у нас со смертностью, в принципе, все нормально. Имеется в виду не то, что нормально, а меньше, чем в прошлом году погибших на данный момент, во всяком случае. Примерно более чем на 10 человек. Кроме того, не скажу, что у нас все хорошо с дорожно-транспортными происшествиями. Что касается, конечно, региональных автодорог, у нас снижение идет по сравнению с прошлым годом, но и федеральные автодороги, мы тоже за них, это безопасность. Там действительно есть увеличение именно дорожно-транспортных происшествий и ранений при совершении этих
значит, ДТП. Вот, ну, что еще сказать? Продолжение, ну, мы еще вот для безопасности дорожного движения очень большое внимание уделяем уличному освещению. Вот, и в этом году вот, в поселках Жиганск, Кобяй, Хатасы, Мостах, вот, Нижний Бестях, Табага, вот, Дорожный. Вот мы значит, провели уличное освещение примерно где-то на 18 километров. А если взять начало значит, проекта 2019 год, то с начала проекта более 115 километров вот нами значит, выполнена работа по освещению населенных пунктов. Ну, наши дороги проходят тоже транзитом через населенные пункты Республики Саха-Якутия. Вот мы этим делом занимаемся именно для обеспечения безопасности дорожного движения. Вот, Семен Васильевич, вот, а какие новые, да, технологии применяются дорожниками? Ну, одним из целевых действительно показателей, да, реализации нас проекта являются новые и новейшие и наилучшие технологии. Ну и, как правило, наши подрядчики используют технологии значит, повторного применения переработанного асфальтобетона. Вот, также из инноваций можно назвать сетчатые конструкции вот, для защиты от эрозии оползней вот, на откосах автомобильных дорог. Вот, также применяем мы технологии стабилизации грунтов земляного полотна вот, с применением стабилизации цементного покрытия. Вот все они позволяют нам более качественно выполнять вот, ремонтные и значит, строительные работы. Вот какие меры принимаются по сохранению автодорог? Ну, конечно, при заключении контрактов, да, вот, подрядчик берет на себя обязательства, вот, гарантийные обязательства именно по реконструкции, ремонту или капитальному ремонту автодорог. Вместе с тем у нас возникают действительно проблемные участки, да, именно в период весенне-летнего оттаяния грунтов. Вот. И здесь, конечно, мы значит, принимаем определенные меры, выставляем посты весогабаритного контроля, да, но все равно вот, в нарушении приказа Министерства транспорта Республики Саха-Якутия об ограничении значит, нагрузки на ось транспортного средства, да, многие, к сожалению, погрузчики значит, игнорируют это, и вот эта тяжелая техника, конечно, иногда вот продавливает наши дороги, и нам приходится значит, прилагать определенные усилия, тратить определенные финансовые средства для восстановления дорожного полотна, ну, для того, чтобы нормально содержать наши автомобильные дороги. Ну, кстати, что касается пункта весогабаритного контроля, да, сколько их у нас в Якутии, в принципе, да, и планируется ли увеличивать количество? Нет, ну, у нас они есть, конечно, да, мы... Дело в том, что вот здесь не только вот у нас в Республике Саха-Якутия, а в целом по Российской Федерации есть проблема. Сегодня, если раньше мы вот именно по весогабаритному контролю работали с ГИБДД, то на сегодня эти функции возложены на управление Трансстройнадзора, понимаете? А у них действительно не хватает просто на сегодня, во всяком случае, кадрового потенциала, чтобы выставлять эти посты весогабаритного контроля. У них именно, у нас-то нам как бы хватает, да, по принципе, но мы не имеем права значит, останавливать то или иное транспортное средство, пусть оно тяжелое, там, перегруженное и прочее, да. Вот, они имеют только право. И вот из-за этого, конечно, у нас вот возникают вот эти проблемы по весогабаритным делам. А вот что делается вот по налаживанию автотранспортного сообщения вот, в части строительства мостов? Сдали 50-й мост, сколько нам известно, на дороге. Да, 50-й мост, это мост через реку Нюя в Ленском улусе. Это мы сдали его в конце октября месяца и торжественно открыли в начале октября с участием главы Республики Саха-Якутия. Этот мост действительно и 50-й, и очень важный для нашей алмазодобывающей компании АК «Алроса». Вот, и именно там был аварийный мост, очень серьезный. И мы, значит, вот как раз очень рады, что вовремя, в срок сдали вот этот мост через Нюю. Он почти 200 метров. Серьезный инженерный объект, определенные сложности были, конечно, но мы с этим справились. Кроме того, значит, да, мне бы хотелось подчеркнуть прежде всего работу правительства Республики Саха-Якутия в лице Министерства транспорта,
ну, это при нашем участии, и лично главы Республики Саха-Якутия Арсения Сергеевича Николаева именно в результативной и эффективной работе вот с федеральным центром, федеральным дорожным агентством для выделения средств дополнительных вот и как раз по строительству мостовых переходов. Благодаря этому мы два очень крупных объекта сдали в прошлом году досрочно. Это мост через Аллах-Юнь в Усмальском районе. В этом году такой же 326 метров, очень крупный мост в Тампонском на автодороге Яна через реку Минкуле. Также сдали мост через реку Тампарук в том же Тампонском районе. Вот. И далее мы, конечно, продолжаем. Вот. Ведутся работы по мостовым переходам через речку Алдан на той же Яне, через реку Хатын-Урях, значит, в Кобяйском улусе, через реку Чуан-Алыр в Мирнинском улусе. То есть мы продолжаем, и я не думаю, что мы будем, значит, как бы уменьшать, или мы будем добиваться именно выделения дополнительных средств. Я думаю, нам в этом руководство республики будет помогать, и прежде, и темпы мы не будем снижать. Это точно. Ну вот в этом году построили, отремонтировали более 200 километров дорог. А вот какие планы на следующий год? Ага, ну, я вам что хочу сказать. Да, у нас были планы, да, 244,6, как я сказал в начале, да. Но на сегодня вот даже в тех 29 объектах, которые мы завершили, уже 255 километров. Вот мы уже сделали, и еще по 3 объектам где-то мы 266 километров вместе 244, лишних почти 22 километра автодорог приведем в нормативное состояние. Но это у нас идет ежегодное наращивание вот именно при поддержке правительства и Российской Федерации, и руководства Республики Саха-Якутия, да, именно ежегодное. Начиная прямо с 2019 году вот мы сдали 122 километра и 9 десятых. Вот, на следующий год вместо 183 мы сдали 210 километров. На следующий год вместо 210 220 мы сдали. Потом вместо 220 мы 238 вот в прошлом году сдали. А сегодня вместе 244 по плану мы сдадим рекордные 266 километров. Ну, 265,9 километра автодорог вот, республиканского и межмуниципального значения. Это, конечно, нас радует. Вот. И благодаря этому, в принципе, да, на следующий год у нас даже плановые показатели меньше, да, вот, потому что мы перевыполняли все эти годы как бы, вот те задания, которые нам доводило вот, российское и, значит, и республиканское, значит, руководство. И поэтому на следующий год мы, конечно, у нас есть очень важные объекты. Вот это прежде всего реконструкция автодороги НАМ. Вот это 7-11 километр. И, значит, мы наконец-то вот эту пробку, которая на автодороге НАМ, она у нас исчезнет. И все жители Жатая, Сатала, они, конечно, уже без пробок нормально будут приезжать в город Якутск. И также реконструкция автодороги у нас продолжается. Это подходы к Ленскому мосту. И мы на следующий год, в сентябре, вот эти два важных объекта на УМНАСе сдадим. Сдадим мостовые переходы через реку Олчан, через реку Чаан-Алыр вот, в Мирнинском районе, через речку Хатын-Урях в Кобяйском районе. То есть все работы, которые вот нами будут запланированы по нацпроекту безопасной качественной дороги, я думаю, что мы в следующий год успешно справимся. Ну что ж, желаю не останавливаться на достигнутом, наращивать объемы и, конечно же, обязательно все планы завершать. Семен Васильевич, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.